Я Андрей Кривошеев. В мае 2020 года я приехал в Чеченскую Республику и, поработав, принял решение остаться здесь. Видя ситуацию в республике относительно бизнеса, я понял, что здесь заложен огромный потенциал. Развивающийся регион всегда дает возможность профессионалу проявить себя. Чеченская Республика в этом плане является лидером в Российской Федерации, так как всегда стремится к развитию. Добрый день, мы находимся в производственном цеху Аргунского мясокомбината. Сейчас я хотел бы рассказать немного о процессе производства. Итак, весь процесс производства начинается с самых простых вещей. Первое – это получение льда для производства колбасных изделий. Дальше, после того, как мы получаем лед, у нас происходит смешивание мясного сырья со льдом. Это происходит вот в этой камере. Здесь засыпается мясо, засыпается лед в определенных пропорциях и уже происходит смешивание. Далее после этого мясо насыпается в такие большие штуки, которые называются чебурашки. И происходит перемещение на следующий этап. Этот этап называется волчок. Это так называемая крупная мясорубка. Сюда добавляется мясо и сюда добавляются специи для перемешивания. Здесь происходит первый грубый помол. После того, как мясо проходит этот этап, он опять же пересыпается в чебурашки, да, и переводится уже в следующий этап. Это кутырование мяса, кутырование продукта. Здесь мы будем получать, на этом приборе, который называется кутер, мы будем получать уже колбасную массу, которая в принципе и станет уже колбасой. Вот здесь очень хорошо видно, какой это аппарат. Он делает очень мелкую желеобразную массу. После того, как мы получили эту массу, мы ее выгружаем и уже приступаем к непосредственному процессу производства колбасных изделий. В частности, вот здесь происходит производство сосисок. Этот автомат называется шприц. Он производит сосиски. В день он может произвести до 3 миллионов сосисок. Также есть аналогичный аппарат, который называется колбасный шприц. Пройдемте сюда. Вот здесь происходит производство колбасных изделий. На вот эту трубу надевается оболочка и уже поступает колбасная масса. Также здесь закрепляются петли и клипсы, которые закрепляют края колбасы. После того, как колбасные изделия уже готовы, они поступают на следующий этап, в цех термической обработки, в котором происходит процесс уже непосредственной варки, копчения колбасы, где колбаса уже приобретает реально свой настоящий вид и где она становится уже конечным продуктом. Вот здесь находится цех термической обработки, где происходит настоящее создание продукта. Вот здесь, в частности, находится термокамера, в которых происходит варка колбасы. Варка колбасы происходит при температуре от 75 до 85 градусов. После того, как она сварилась, она проходит процедуру остужения вот под этим аппаратом, который называется душ. После душа колбаса поступает в камеру копчения, где она проводит процесс копчения, становится уже готовым самостоятельным продуктом. После того, как она прокоптится, она опять же поступает вот сюда, где проходит процедуру душа, охлаждения. Какую роль сыграло образование в вашей жизни? В 2007 году я закончил учебное заведение по специальности банковское дело. Мне была очень интересна эта тема, и я решил на это учиться. Когда я закончил, я пошел работать в банк. Этот банк находится в Казахстане, в частности, называется Каспий банк. Там я проработал порядка 2,5 месяцев. Пришел воодушевленный туда, мне было все интересно. Но через 2,5 месяца я понял, что это не совсем то, чем я хочу заниматься в жизни. Я решил сменить сферу своей деятельности. То есть эта работа не давала вам уверенности в завтрашнем дне? Не то, что она не давала уверенности в завтрашнем дне, она была мне не настолько интересна, как я думал изначально, когда учился или только пришел туда работать. Когда пришла осознанность того, что бизнес это все-таки круче, чем работать на кого-то? После того, как я перешел из банковской сферы работать в сферу торговли,
сферу производственной торговли. Через буквально там 2-3 месяца я понял, что вот это реально мое, это драйв, это, ощущение вообще просто какое-то классное, то, что бодрит, то, что двигает вперед. Там, где я хочу учиться, там, где я хочу достигать каких-то результатов. И я стал двигаться в этой сфере. Те знания, которые вы набрали в ВУЗе, они помогли вам как-то в вашем личном деле? Да, конечно, в любом случае. Те знания, которые я получил в учебном заведении, да, я применял и в области экономики, в области каких-то математических расчетов, в плане переговоров, то есть изучая различные методики, я применял это в своей деятельности, в своей работе. И это реально помогало, это дало мне очень сильный толчок в этом. Поэтому обучение – это такой очень важный момент был для меня. Консультации в области бизнеса, они вообще легко даются человеку, который относительно недавно находится в бизнесе? Консультации в области бизнеса, я бы сказал, что тут все зависит от самого человека, это все зависит от того, насколько он хочет в этом двигаться, насколько он хочет это получать и отдавать эту информацию. Да? То есть я видел тысячи примеров, когда люди затрачивали на это десятки лет и не получали от этого никаких результатов. И видел людей, которые занимались буквально полгода, год и отдавали и получали огромные результаты. В моих, в моих знакомствах есть люди, которые на этом зарабатывают сегодня миллионы долларов. Вот сегодня нам известно, что не существует универсального ключа к успеху в бизнесе. Насколько все-таки сложно к разным сферам подбирать свою формулу успеха? Да, конечно, универсального ключа нет, не существует никакой универсальной формулы. Есть, так же как и в организме человека, есть скелет, который диктует общие правила и направления. Ну а дальше уже подстройка под каждую сферу деятельности, под каждый бизнес, под каждый коллектив. То есть вот здесь как раз и проявляется профессионализм консультанта и его консультаций, которые он дает. Да, насколько он может внедриться в эту систему, да, создать такой симбиоз между консультант-бизнес и достичь хороших результатов. Важно ведь не только достичь самому этих результатов. Важно научить людей, которые будут в дальнейшем точно так же заниматься этим и достигать результатов уже внутри своей компании. Что легче, продавать, либо производить и продавать? Я бы сказал, это не совсем сравнимые вещи между продавать и производить, продавать. Да, но есть огромный плюс, когда ты производишь продукт и его продаешь. Конечно, здесь ты можешь влиять на то качество, размер, другие технические или иные характеристики товара, да, в отличие от того, когда ты просто продаешь товар. Насколько важно понимать специфику рынка, чтобы интегрировать свою продукцию в этот рынок? Я бы сказал, здесь нужно всегда держать нос по ветру. Если ты не чувствуешь рынок, если у тебя нет чуйки, если ты не следишь за его тенденциями, новостями, движениями, ты никогда не сможешь попасть в ту струю, которую надо. Потому что на сегодняшний день, особенно в современном мире, рынок меняется кардинально быстро. Есть такое понятие в бизнесе, да, как эпохи или такие эры, можно сказать. Да, так вот сейчас называется эпоха DEST. Да, тогда, когда мир турбулентен, тогда, когда он быстро изменяется, тогда, когда нет авторитетов, держащихся десятилетиями. Да, все изменяется быстро, и вот здесь важно поймать эту струю и быть на острие атаки. Возможности риска потерять все часто вас останавливало, либо вы никогда не останавливаетесь? Никогда не останавливал такая причина, потому что, наверное, это глупо. Вы часто останавливаться ежедневно. Это ежедневный риск, который говорит, потому что можно вложить все и потерять все. Можно вложить все и получить в 2 раза больше, в 3, в 5, в 10 раз больше. Но
не рискуя, невозможно получить ничего. Тот, кто говорит, что я лучше проверенным путем, лучше там безопасно, там буду так двигаться, такого не бывает. Так бизнес не работает. Бизнес всегда риск. Я бы сказал, что риск – это синоним слова бизнес. Андрей, скажите, как и когда вы решили приехать в Чеченскую Республику для того, чтобы стать здесь менеджером одной из ведущих компаний нашего региона? Произошло это все в 2020 году. Да, до этого, начиная с 2019 года, я работал в Республике Дагестан в одной крупной дистрибьюторской компании и искал себе поставщика халяльной продукции. Так я познакомился с Аргунским мясокомбинатом. Мы стали партнерами, стали более тесно общаться, стали дружить, очень сдружились с владельцем комбината. В дальнейшем у нас период общения создалось такое общее видение всего процесса вообще бизнеса, его течения, развития. Впоследствии чего владелец предложил мне занять должность генерального директора Аргунского мясокомбината и уже здесь внедрить систему управления, использовать свои знания, продвинуть таким образом и сделать лучше комбинат и сделать его более известным, успешным и продвинутым. Когда вы пришли в комбинат, то есть на этот участок, да, точка производства, что вы в первую очередь заметили, что вам не понравилось? Все это происходило так. Прежде чем прям заняться именно этой работой, я приехал примерно за 2-3 недели сюда и провел аудит. То есть провел проверку всех рабочих процессов, сотрудников, как они работают, что они делают, какие процессы на предприятии. И после того, как я провел этот аудит, мы очень долго еще, в течение 5, наверное, 6 часов общались с владельцем. И я был поражен тем, насколько было несистемно составлено. Да, комбинат имел успешность, его продукцию уже знали, его продукция продавалась везде в республике, даже были некоторые продажи за республикой, в частности в Дагестане продавалась продукция. Но это все было несистемно, это было хаотично, и это пугало меня в том, что как можно было управлять этим. Но с другой стороны, меня это радовало, потому что это определенный вызов для меня, и я хотел с этим вызовом А справиться. сам хозяин мясокомбината, он всегда соглашался с вашими решениями? Во многих случаях он соглашается, и я надеюсь, будет соглашаться с моими доводами. Но иногда у нас происходят, так сказать, ожесточенные баталии за этим столом, когда мы спорим, доказывая с пеной у рта свою правоту, потом все-таки приходим к логическому решению вопроса, садимся, расписываем все в цифрах, как говорится, в планах, и уже приходим к общему результату. Это очень увлекательный и интересный процесс, несмотря на то, что мы спорим и не соглашаемся с доводами друг друга, в итоге рождается истина, как и говорится, в споре рождается истина. Она действительно так и происходит. Какие были поставлены перед вами задачи руководством и что на данный момент вы успели реализовать и сделать? Основная задача была поставлена – это полная систематизация бизнеса и всех ее процессов. Вторая задача была – это повышение уровня продаж и объемов производства. Третья задача – это развитие новых направлений, новых продуктов и вообще новых сфер деятельности, именно связанных с производством. Я приступил к работе с 4 мая 2020 года. На сегодняшний день мы добились следующих результатов. Первое, что касается систематизации. Мы систематизировали основные процессы производства, такие как финансы, такие как производственный контроль, такие как производство продукта. Этого не было до вашего прихода? Это было несколько хаотично. Сейчас мы этого добились и получили точно контролируемый процесс, допустим, в процессе производства. Что нам это дало? То есть, если раньше
Мы делали какой-то продукт и получали сегодня там с одним качеством, завтра с другим, сегодня с одним вкусом, завтра с другим, то сейчас мы получаем стабильно одинаковый качественный продукт с идеальным вкусом. И он такой же. Мы произведем его сейчас или через полгода, он будет одинаков. Там до мельчайших частиц будет все одинаково. Вот. Также мы достигли хорошего результата в продажах. Мы увеличили свой объем в 2 раза. Ну, если взять в цифрах, да, то по моему приходу комбинат примерно зарабатывал 7 миллионов в месяц. Ну, продавал на объем 7 миллионов в месяц. Сейчас этот объем достиг порядка 17-18 миллионов в месяц. Да, ну, если перевести в год, это более там, 250 миллионов в год. В производстве главное звено – это кто? В производстве главное звено – это, наверное, технолог. Как многое от него зависит? Ну, технолог – это же как художник, как дирижер в оркестре, который создает полностью продукт, да, говорит, каким он должен быть и руководит всем процессом создания этого продукта. Он контролирует этот процесс. Создание это подбор мяса, это выбор, да, специй и ароматики, это выбор оболочек, в которые он будет упакован, каким образом он будет запакован и упакован, где он будет храниться и какой, как говорится, аромат и вкус он будет передавать тогда, когда его купит уже конечный потребитель, когда его купит там, человек, принесет домой, и когда он будет кормить свою семью или сам будет кушать, вот то, что будет он чувствовать, вот этим руководит технолог. Поэтому я называю технолога художником. Что является главной формулой формирования правильного рабочего коллектива? Как мотивировать правильно людей? Ну, здесь важно добиться результата, когда ты ставишь задачу, ты же видишь эту задачу сам, каков будет результат ее. Ты видишь, какой конечный результат будет, как она будет производиться. Так вот, важно добиться от человека, которому ты ее ставишь, чтобы он видел точно такой же результат, каким его видишь ты. Когда вы пришли, и когда вот сейчас вы находитесь в процессе, да, руководства компанией, зарплаты разные были или они сейчас остаются такими, какими были? Да, конечно, зарплаты изменились. Это один из важных показателей. Это ваша инициатива предприятий. Ну, однозначно это была не только моя инициатива, это один из инструментов работы и мотивации сотрудников. Да, на тот момент, когда я пришел, средняя заработная плата по комбинату составляла там порядка 17,5-18 тысяч рублей. Сейчас эта заработная плата в среднем составляет более 27 тысяч рублей. Ну, то есть это средняя заработная плата по производственным. Да, если взять по управленческому составу, то заработная плата там тоже увеличилась порядка 20-25%. Это очень важный показатель. Если человек не получает достойных денег за свою работу, ему неинтересно будет работать. Ну, каждый ценит себя же как специалист, так же, как и я себя ценю, да, и знаю, сколько стоит моя работа. Также и другой специалист, там, не знаю, работник цеха, работник офиса, работник доставки. Каждый имеет право на достойную оплату. Сколько в год вы производите продукции? На сегодняшний день наше предприятие способно произвести порядка 450 тонн продукции. Наверняка, когда вы пришли, была определенная команда, которая работала в пределах данной компании, Аргунского мясокомбината. Насколько сильно эта команда изменилась и через что вам пришло пройти, чтобы ваше видение бизнеса прижилось бы и пошло бы по своей дороге? Ну, что касаемо команды, команда такая, которая была изначально, она и сейчас эта команда работает. Из всей команды наш коллектив покинуло 2 человека. И то эти 2 человека просто переехали. Один из них переехал в другой регион России, другой человек переехал жить в Европу. Там у него живут родственники, он решил таким образом. Все остальные сотрудники коллектива остались, они в принципе остались на своих постах,
практически все, некоторых мы переместили на другие посты, заметив их такие таланты. Да, я лично занимался их перемещением. Что касается внедрения и как сотрудники воспринимали, да, порой было очень даже жестко. Мы некоторые моменты оспаривались очень сильно, и я выслушал определенное мнение об этом всем, да, об этой системе, о том, как она работает. Бывали такие, так сказать, жесткие моменты. Какие перспективы вы видите, бизнес-перспективы в нашей республике? И как человек определенно новый, да, совсем недавно вы появились в нашей республике, что еще, как вам кажется, можно развивать в этой республике? И как вы применили бы успешный менеджмент в определенных, там, допустим, других сферах? Ну, я могу сказать, пожив здесь, в республике, я ее, во-первых, очень полюбил. Это действительно очень интересное место. Бизнес-потенциал здесь просто громадный. Во-первых, ну, есть целый ряд деятельностей, который еще не занят абсолютно. И предприятий таких не существует в республике. Это первое. Второе. Большое количество народа, которое готово работать, готово обучаться и готово вкладывать в свою голову знания и применять их в своей работе. В чем плюс этого всего? Да? Зачастую складывается так. Человек, который имеет уже много знаний, в него вложить трудно. Здесь же очень много людей, в которых нет еще этих знаний, но они способны их принять, поэтому это огромный потенциал. Что касается внедрения системных технологий, бизнес не так сильно внедрен еще в республике, да, и очень много нюансов и моментов, которые не используем. Да, те же самые системы управления в бизнесе, они в республике еще не работают и не задействованы. А это большой потенциал того, что можно использовать и сделать здесь. Также, что касается консалтинговых агентств, да, ведь не секрет, в России их достаточно таки много разных. Есть большие, маленькие, есть там с иностранным, как говорится, влиянием и внутренним российским. Так вот, здесь в республике они еще, их не существует, они еще не работают здесь. И это огромный плюс для республики, когда республика может развиваться по своему собственному пути, да, используя собственные навыки. Ведь для понимания, бизнес в республике и вообще жизнь в республике, она несколько иная, чем в другой части Российской Федерации. От того момента, как я пришел на предприятие и на сегодняшний день, цена, конечно же, изменилась. На это есть свои определенные моменты, которые повлияли. Конечно, цена изменяется от цен на составляющие, да, на сырье, изменяются цены на специи, изменяются цены на оболочки. Мы в основном получаем, так как мы знаем, что на территории Чеченской Республики или Российской Федерации некоторые специи просто не произрастают. И невозможно их получить. Поэтому мы получаем их из-за рубежа, они стоят в долларах или в евро. Влияние курса, конечно, влияет на эти цены. Но есть и такие системообразующие моменты, да, такие как, допустим, стоимость рабочих. Да? Ведь мы хотим, чтобы труд рабочих повышался, чтобы он изменялся, да, чтобы он стоил больше. Ведь люди, работающие на нашем комбинате, это такие же жители Чеченской Республики, Российской Федерации, это наши с вами сограждане, наши близкие люди, которые работают. И я хочу, чтобы они зарабатывали хорошие деньги, чтобы они тоже могли двигаться вперед. Да? Поэтому это тоже влияет на ценность. Таким образом, да, мы, может быть, повысив цену, сделали свою продукцию дороже, да, но тем самым мы еще и добавили возможности людям, которые проживают рядом с нами со всеми, быть несколько богаче, несколько тысяч рублей получать больше денег, да, и позволить себе и своей семье зарабатывать. Вот
цена изменяется от этого. Есть также еще один очень такой важный момент. По сравнению с тем, как я пришел, и сейчас мы изменили политику ценообразования. Ведь цена состоит у нас из следующего. Да? Это себестоимость продукции, стоимость ее производства плюс наша наценка. Так вот, раньше в цене присутствовали еще и маркетинговые услуги, присутствовали все различные затраты дополнительного характера и так далее, так далее, так далее, которые мы применяли. Сейчас мы освободили цену от этого, мы сделали просто себестоимость и наша наценка. Наша наценка это определенная сумма денег, за которую мы тратим потом на зарплаты рабочим, на свои потребности, тем самым мы можем расширяться. Поэтому мы освободили от различных маркетингов, там, доставок, логистики, дополнительных каких-то расходов. Мы цену свою сделали чистой. И я советую и другим предпринимателям сделать свою цену чистой, освободить ее от всех различных наценок, которые только мешают, которые запутывают партнеров. Но и таким образом нам проще объяснять и людям. Мы рассказываем людям в магазинах, ну вот наша продукция состоит из этого и из этого. Вот честная цена. Мы не пытаемся с ними схитрить. И люди, понимая это, нашу продукцию покупают еще больше. Мы только растем в объемах.